Меня зовут Жанадиль Адиль. В 2020 году осенью призвался в президентский полк Айбын, воинская часть 0112. Во время призывной комиссии у меня проходило все по здоровью, также позволял рост и спортивные достижения. Я занимался карате. В службе государственной охраны мне запомнилось тем, что там строгая дисциплина, везде должен быть порядок. Также я стал после службы более ответственно подходить к каким-либо действиям, делать это обдуманно. Там я приобрел много друзей. Я считаю, что армия запоминается на всю жизнь. Наши командиры смогли воспитать наши качества, стойкость, переносить всякие трудности. Наше боевое крещение было на полигоне, когда мы ложились под БТР, и он над нами проезжал. Ты ловишь такие необычные чувства. Была ночная стрельба. Не каждый день видишь сверкающиеся пули, трассирующие, метание гранат. Когда ты весь идешь в бронежилете, каска давит, оружие висит, на поясе фляжка в жару, а у тебя там кипяченый чайник. Когда мы встречали президента Сингапура и Таджикистана, мы готовились, выезжали в своей особо парадной форме, и мы ждали команды, когда нам скажут: вот едет, мы выходим, делаем строевые шаги, поднимали карабин и застывали, пока президент зайдет внутрь. Я, как солдат независимого Казахстана, чувствовал ответственность, то, что я частичка важного мероприятия. Надо отслужить в армии, научиться вести себя более ответственно, в нужный момент взять оружие в руки и постоять за свою родину. Я сейчас учусь на первом курсе, факультет информационной технологии, кафедра безопасности. Я ее выбрал потому, что в дальнейшем планирую вернуться на службу уже после университета с высшим образованием. Я здесь учусь благодаря тому, что я отслужил, и по программе «Срочник 2.0» я выиграл этот сертификат, получил грант на обучение на 4 года. Пожелать молодежи удачи и не бояться идти в армию. Всем желаю, чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми. Хочу выразить благодарность Евразийскому национальному университету имени Гумилева за то, что предоставили мне возможность учиться на бесплатной основе после программы «Срочник 2.0».